Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Так, сейчас мы с вами проверим наше настроение. Какое же наше настроение сегодня? Я думаю, очень хорошее. Если у вас действительно хорошее настроение, делаем 3 хлопка. Я вижу у вас отличное настроение и хочу, чтобы это ваше настроение сохранилось у нас до конца нашего урока. Значит, сегодня мы с вами должны будем определить основную мысль текста на основе ключевых слов и словосочетаний. Затем вы сможете понять основную информацию, определяя тему или же назначение текста. Затем мы должны с вами определить разряд частиц и охарактеризовать эти частицы. Так, сейчас в первую очередь мы с вами разделимся на 2 группы. Подходим к партам и выбираем себе группу. Рассаживаемся по группам. Хорошо. Значит, ребята, у нас получилось 2 группы. Группа Зевса и группа Геракла. Да? Сейчас вы каждый, если хотите, несколько человек, но желательно, мне кажется, одной достаточно ученицы будет или ученика, которые дадут нам характеристику каждому своему богу. Так, кто начнет? Адима. Геракл – мифический бог. Он сын Зевса. У него очень много подвигов. Например, похищение золотых яблок, украшение быка, украшение ветра и так другие. И другие, да? Хорошо, достаточно. Так, группа Зевса. Кто нам будет Зевс достаточно? в древнегреческой мифологии бог грома и молнии, питающий всем миром. Главный из бога олимпийцев, 3-й сын Кроноса и Титан Зери, брат Аида, есть и Димитрия и Посейдона. Жена Зевса – богиня Гера, отец бог людей. Хорошо, молодцы. Сейчас мы с вами, ребята, значит, рассказали, дали характеристики своим группам, да? Так, теперь мы с вами, вот кто-то, может, хочет рассказать еще о каком-то боге. Например, об Аиде кто-то хотел рассказывать. Да? Аид – древнегреческий бог и старший из 3 братьев. И он властвует над подземным миром, который называется Тартар. Молодцы, хорошо, достаточно, я думаю. Так, ребята, сегодня наша сегодняшняя, вот еще у нас есть стратегия воображения, где у нас было опережающее задание, нам было задано. Вы должны были нарисовать или найти картины об Атлантиде будущего, да? Так же, какая же будет Атлантида у нас в будущем. Можете держать свои рисунки. Вот некоторые из нас даже нарисовали Атлантиду своими руками. Нарисовали свои Атлантиды уже своими руками. Хорошо. Итак, ребята, спасибо, молодцы. Можете убрать. Так, итак, сегодня наша тема – мифы об Атлантиде. Давайте откроем наши тетради и запишем сегодняшнее число. 25 февраля. Пишем 25 февраля. 25 февраля. Классная работа. Тема урока «Мифы об Атлантиде». Так, кто написал, положите ручки. Так, хорошо. Теперь перед вами лежит текст. Каждый разберите текст. Разберите тексты. Ребята, перед вами лежат тексты. Разберите. Каждый будет читать и находить ключевые слова. Можете, если хотите, использовать маркеры и подчеркивать, если вы хотите. Можете выписывать их отдельно, как вам удобно будет. Ключевые слова. 3 минуты. Достаточно? Да. Чтобы выписать ключевые слова. Выписываем или подчеркиваем прямо в тексте ключевые слова.
Так, если вы закончили, можете сделать один шаг. Или поднять руку, как вам удобно. Так, все, 3 минуты истекло. Закончили, да? Теперь, вот перед вами лежат глаза светофора, да? Перед вами лежат глаза светофора. Сейчас считайте, сколько слов вы нашли. Если вы нашли больше 10 слов, то, ребята, поднимаете зеленые кружочки. У кого больше 10 слов? 9, 10 тоже считается. 10 и более ключевых слов. У кого? Так, вот не опускаем руки. Сидим. У кого от 7 до 9 слов поднимаем желтые кружочки. Не опускайте, ребята. Зеленые поднятые должны быть у вас. Ага. У кого до 9 слов, от 7 до 9, да, желтые кружочки. А у кого от 4 до 6 слов красные кружочки поднимите. Так, Азим, у тебя что? Сколько слов? Ну, сколько слов? Посчитай, сколько у тебя слов? Ну вот, ты должен поднять, вот, держи желтый кружочек, да? Так, хорошо. Посмотрите, вы оценили друг себя? Как вы думаете? Да. Оценили себя, да? Да. Как вы думаете, кто у нас сегодня справился хорошо? У кого зеленые жетоны, да? Хорошо. Ну, желтые тоже неплохо. Можно, надо было постараться, да? Побыстрее. Хорошо, молодцы, достаточно. Сейчас перед вами лежат, сейчас мы с вами проведем инсерт. Они перед вами, ваши таблицы, да? Чтение с пометками, помните? Инсерт. Где ваши? Открываем. Читаем ваш текст. Вот делаем, читаем текст. И с краешка или где-то в конце предложения ставим пометки, какие вы знаете, да? Если вам все известно, ставим что? Птичку. Если у вас это для вас что-то новое, ставите плюс. Если вы думали по-другому, ставите черточку. И если у вас вопрос или вам что-то непонятно, ставим вопросительный знак. Затем вы должны будете быстренько переписать все это вот в такую таблицу. Хорошо? Поняли? Работаем. 5 минут достаточно? Да. 5 минут достаточно. Давайте 7 минут, да? На все это 7 минут. Вы должны успеть переписать то, что для вас новое, то, что известно вам. Работаем. Хорошо. Так, работаем. Все это дальше вам мешало.
Зачитывать всех не будем, да? Так. Так, кто готов? Хлопок. Хорошо. Группа Геракла готова. Хорошо. И Зевсы тоже готовы. Достаточно. Давайте, сейчас я буду у вас спрашивать, а вы будете отвечать. Так, информация известна была кому уже? Так. А Дима, что было тебе известно? Известно, что у Посейдона было 10 сыновей. 10 сыновей. Хорошо. Еще на языке? Мне известно, что был бог Посейдон. Я знаю, что был бог Зевс. Был бог Зевс. Молодцы, хорошо. Так, еще Дана. Мне известно, что старшего из них звали Атлантом. По его имени остров был назван Атлантидой, а море Атлантическим. Молодец. Хорошо. Так. Айнура? Мне известно, что 10 сыновей рождено от 7 женщин Атлантов. Хорошо. Так, еще. Арсен, что хочешь сказать? Мне было известно то, что атланты отличались благородством и возвышенным образом мысли. Хорошо, молодцы. А что было для вас новое? Ну-ка, начнем с этой группы, вот так по порядку, да? Для меня новое, что городские стены были покрыты, как масляной медью, оловом и оликовым, издававшим огненный блеск, а дома посредине из красного, белого и черного камня. Хорошо, а Тима? Что вам было для вас Для новое? меня новое, что когда боги делили землю между собой, этот остров остался во владении Посейдону богу Маны. Хорошо, Симбад. Для меня новое то, что старшего из них звали Атлантом, а по его имени остров был назван Атлантидой, а море Атлантическим. Хорошо. Так, Адиар. Для меня новое то, что атланты стали употребляя во зло свои знания и достижения своей культуры. И в конце концов Зевс разгневался на них, и в один день и бедственную ночь остров Атланты исчез, погрузившись в море. Море. Хорошо. Аружан. Для меня новое то, что Зевс разгневался на корысть Атлант, и остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Хорошо. Аружан. Для меня новое то, что Посейдон поселил там 10 своих сыновей, которые жили и решали житейские проблемы. Хорошо, молодцы. А было у вас, что вы думали по-другому? Так, Аружан, что ты думала? Я думал, что есть Атлантический океан, а не Атлантическое море. Хорошо. Так, есть еще у кого-нибудь по-другому? Или вопросы, которые требуют объяснения? Были такие? Нет, Да? Хорошо, достаточно. Молодцы. Вы очень хорошо справились с заданием. Давайте дадим себе, что бы вы поставили бы себе. Если вы, как вы думаете, если вы отвечали, нашли все правильно, поднимаем зеленые жетоны, да? Так, хорошо. Достаточно. Молодцы. Молодцы. Давайте похлопаем друг другу. Хорошо. 3 хлопка достаточно. Теперь наша задача, ребята. Сейчас я вам раздаю карты героев. Вот по данному тексту вы должны будете ответить на вопросы. Групповая работа вместе. Работаем вместе. Отвечаем на вопросы. Можете писать там. Здесь маркер вы можете использовать. Маркер будем использовать. Значит, карты героев вы можете использовать свои ключевые слова, которые вы находили.
идем. Работа с текстом. Отвечаете на вопросы по вашим текстам, ребята. Хорошо. Я даем полный ответ. Даем полный ответ. Так, кто готов к ответу? Хорошо. Две группы готовы, да? Давайте начнем с Геракла. Так что он не включал текст, давайте. Что Посейдон? Что остров? Где? В Атлантическом море. Кому достался остров? Когда боги делили землю между собой, этот остров достался Посейдону, богу морей. Как зовут старшего сына Посейдона? Старшего из них звали Атлантом. В честь кого остров назвали Атлантидой? Остров Атлантиды. Остров Атлантиды Назвали в честь старшему сыну Посейдона. В честь старшего сына Посейдона, да? Хорошо. Атлантом. По его имени остров был назван Атлантидой, а море Атлантис. Хорошо, молодцы. Так, согласны вы? Вместе работали. Хорошо. Так, послушаем группу Зевса. Чем окружен главный город Атлантиды? Главный город Атлантиды был окружен кольцами моря. Кому был воздвигнут храм в центре города? Храм в центре города был воздвигнут Посейдону и Критом. Чем облицованы стены храма? Стены храма были облицованы медью, оловом и орехалком, которые издавали огненный блеск. Кто создал свод законов? Свод законов создал Посейдон. На чем был начертан свод законов? Свод законов был начертан на высокоорехалковом столбе. Последняя участь Атлантиды. Из-за того, что атланты использовали свои знания в корыстных целях, Атлантида погрузилась в море. Хорошо. Ответ очень такой полный, правильно. А сейчас, ребята, давайте физминутку проведем с вами. Встанем все. Так, все повернулись. И начнем. проведем стратегию Fishbone, где вы должны будете найти в вашем тексте, вот в вашем тексте вы должны найти частицу. С какой частицей вы будете работать? Находите. Вот давайте на постер, на большой, прям чертим Fishbone, да? Точно вот такой я вам шмелю вот делали же. Можете использовать маркеры. У вас, так, находим частицу. Вы тоже находите частицу. Так. Группа Зевса нашла. С какой частицей будем работать, ребята? Частица? Нет. Так, чтобы ваши постеры были красивые, эстетичные. Хорошо? Так, рисуем, пишем, делаем выводы. Все, начинаем писать. Так. Хорошо. Так, на все это вам 5 минут. 5 минут, ребята.
У вас есть 5 минут. Хорошо. Угу. Хорошо. Можете разные цвета использовать. Быстрее. 5 минут у вас всего. Хорошо. Работаем. Так, время есть еще. Так. Ребята, вы готовы? Как вы сделали? Смотри, оттенок через. Да? Достаточно, по-моему, да? Так, достаточно, ребята. Так, все, время истекло. Слушаем команды. Хорошо. Так, кто желает выступить? Давайте сперва прочитаем наше предложение, да? Кто будет выступать? Так, Адима, читай свое предложение. Откуда вы нашли эту частицу? Где эта частица? Где эта частица? Читайте. Жители не изменяли своим жизненным Принципом. Там частица. Нет. Так, показывай теперь. Ваша проблема какая была? Говори. Частица нет. Так, хорошо. Частица не употребляет, Не употребляется употребляется в качестве основного отрицания. того, что Обозначается словом. словом и обозначается. Частица не входит в состав уставших.
Частицы не употребляют в восклицательных и вопросительных. Брат завтра не придет. Так. Чуть не ли весь город собрался на площади. Так, и какой мы вывод сделали, ребята? Частица не отрицательная. Это отрицательная частица. Достаточно. Так, группа Зевса. Кто у вас будет выступать? Аружан, да? Ой, Айнура, да? Частица ли, модальная частица, выражает чувство, отношение говорящего. Частица ли выражает вопрос. Пример: знаешь ли ты, сколько будет дважды два? Сделала ли ты домашнее задание? Вывод: частица ли обозначает смысловой оттенок вопроса. Хорошо, молодцы. Теперь давайте каждая группа оценит друг друга. Значит, группа Гераклов оценивает группу Зевса. Если вам нечего добавить, если все правильно, поднимаем зеленые глаза светофора, да? Так, молодцы. Они были вами довольны. Хорошо. Теперь вы оцените, пожалуйста, группу нашу. Так, достаточно. Хорошо, молодцы. Все справились с этим заданием, да? Хорошо. Сейчас, ребята, мы с вами проведем горячий стул. Из каждой команды будут выходить один ученик. Я думаю, капитан команды будет. И каждая группа будет задавать этому ученику вопрос. Так, с вашей команды кто? Дана, пожалуйста. Так, команда Зевса задает вопрос. Какой вопрос вы задали? Почему город назвали Атлантидой? У Посейдона были 10 сыновей. Старшего из них звали Атлантом. По его имени остров был назван Атлантидой, а море Атлантическое. Достаточно. Довольны? Да. Довольны. Так, еще задаем вопросы. Еще вопросы какие у вас? Да? Знаешь ли ты какого-нибудь другого бога, кроме Геракла и Зевса? Так, про кого бы ты хотела рассказать? Про Посейдона. Ну, давай рассказывай. Кто такой Посейдон? В легенде об Атлантиде рассказывается, что в изначальные времена, когда боги делили землю между собой, этот остров достался Посейдону, богу морей. Посейдон поселил там 10 своих сыновей, рожденных от земной женщины Криты, которые жили и решали свои житейские проблемы. Житейские проблемы. Хорошо, молодцы. Достаточно, да? Да. Так, хорошо. Мы послушали Дарну, она посидела у нас на горячем стуле. Давайте теперь с группы Зевса. Кто выйдет? Так, Арсен, пожалуйста. Так, а вы, ребята, задаете вопросы автору горячего стула. Так, один. Чем автор рассказала это произведение? Чтобы мы помнили мифы об Атлантиде и заботились о древних скульптурах и помнили все об Атлантиде. Хорошо. Так, дальше, Дана. Почему Аид вынужден был подняться на Олимп? Потому что в легендах Аид был ранен Гераклом и был вынужден подняться на Олимп, чтобы излечить свои раны. Хорошо. Так. Знаешь ли ты сам других богов Греции? Например, Гефест, который был богом кузницы и ковал самые прекрасные ожерелья, кольца и так далее, и самые грозные оружия Олимпа. Хорошо. Так, есть вопросы, Арсену? Нету, да? Довольны ответом, ребята? Да. Довольны. Хорошо, давайте попробуем. Можете садиться на место. Так, следующая наша стратегия, ребята, закончить предложение. Вот вы все познакомились с вашими текстами. Сейчас я буду задавать вопрос первой группе. Первая группа будет продолжать начатое предложение. Готовы? Да. Готовы. Египетские жрецы, основываясь на древних записях, поведали, что некогда... Да. На Балтийском море лежал огромный остров. Хорошо. Так, ответы говорю внятно и понятно. Хорошо? На этом острове сложилась великая грозная держава царей, власть которых простиралась на весь... Так, Адима. В остров многие дни. Хорошо. В легенде об Атлантиде рассказывается, что в изначальные времена, когда боги делили землю между собой, этот
Так, Дана. Остров достался во владение Посейдону, богу морей. Хорошо, молодцы. Посейдон поселил там 10 своих сыновей, рожденных от земной женщины Клита, которые, так, кроме Адима и... Так, Адима? Посейдону владение. Которые что? Так, Которые жили и решали свои житейские житейские проблемы. Хорошо. Старшего из них звали Атлантом по его имени. Так, Симбад? Остров был назван Атлантидой, да? Хорошо. От Атланта произошел могущественный и... Так, Дана? знатный род царей. Хорошо. Атлантиды. Хорошо. На острове в изобилии произрастали земные плоды, водились различные животные. Дальше кто продолжит? Дана? В его недрах добывали полезные ископаемые. Хорошо. Жители не изменяли своим Жизненным принципом. жизненным принципам. Хорошо, достаточно, молодцы. Сейчас вопросы будут звучать для второй группы, ну, то есть Зевса, да? В основном, чтобы отвечали все. Главный город Атлантиды был окружен несколькими рядами. Арсен? Земляных валов, каналами, кольцами моря. Хорошо. Городские стены были покрыты как мастикой, медью, оловом и орехалком, издававшим огненный блеск, а дома построены, так, Аймура? Из красного, белого и черного камня. Хорошо. В центре города был воздвигнут Храм Посейдону и Криту. Клита. Хорошо. Свод законов, который дал атлантам сам Посейдон, был начертан на высокоморехалковом столпе, установленном оружие. Посредине острова. Хорошо. Так, Атлантидой управляли 10 царей. Каждый один. Части острова. Хорошо. Один раз в 5 или 6 лет они собирались перед этим столбом и совещались об общих делах, или же разбирали, не сделал ли Кто-то какого-то проступка и творили суд. творит суд. Хорошо. Атланты отличались благородством и еще чем отличались? Так, оружие. Посвящением образа мысли. Хорошо. Но прошло время, и атланты изменились, преисполнились чего? Так. Коростью неправого духа, силы. Корыстью и корыстью. Хорошо. Так, они стали употреблять во зло свои Знание. знания. Хорошо. Хоровой ответ пошел уже. В конце концов, Зевс разгневался на них, и в один день и бедственную ночь что произошло? Атлантида исчезла. Молодцы. Довольны своими ответами? Да. Довольны. Хорошо, давайте. Следующее. Так, ребята, теперь скажите мне. Вот в начале урока мы с вами ставили перед собой цели, да? Как вы думаете, мы достигли этих целей? Да. Вот, например, вы начали определять ключевые слова. Было это? Да. Было, да? Так, затем смогли определить тему данных текстов. Правильно? Да. Правильно, смогли. Хорошо. Научились в тексте находить частицы. Да. Научились находить? Да. Какой метод мы использовали, когда мы находили частицы? Фишбон. Метод фишбона. Хорошо. Понравился вам метод? Да. Понравился. Теперь сейчас вы должны будете записать домашнюю работу, задание. Так, можете открыть дневники и запишите. Страница 66. 66. Упражнение для устного сообщения выполните. Хорошо? Можете использовать источники информации дополнительные. Достаточно. Хорошо. Молодцы. Теперь давайте скажем одним предложением, что вам понравилось больше всего. Так, Аружан? Сегодня мне понравилось метод Фишбона. Фишбон. Хорошо. Аружан? Сегодня я на уроке поняла содержание текста. Хорошо. А Дима? Сегодня на уроке я узнал очень много об Атлантиде. Хорошо. Так. Сегодня мне понравилось, как мы работали в группе. Хорошо, Ася. Сегодня на уроке я узнал, что такое частица. Молодец. Дана? Сегодня мне понравилась стратегия такой тип предложения. Хорошо. Так, Назирке? Сегодня на уроке я узнал о Атлантиде. Хорошо, Азим? Сегодня на уроке я узнал, что Атлантиде управляли 10 царей.
Писали. Хорошо. Так, Сегодня мне понравилось, как отвечала Анна. хорошо. А тебе? Сегодня мне понравилось физкультура. Метод физкультуры. Хорошо, молодцы. Достаточно. Молодцы, ребята. Итак, я прослушала вас. Вам урок понравился, да? Да. Теперь я хочу это увидеть наглядно. Чем же вам, как вы себя чувствовали? Я хочу проверить ваше состояние, вашей души. Как вам было комфортно? Вы были уверены в своих силах? Вы чувствовали себя хорошо или плохо на уроке? Давайте возьмем своих богов, которые лежат на парте, и каждый по одному, не спеша, начнем прикреплять. Так, Дана начинает, потом Арсен, и так давайте. Арсен, подходи. По одному, Походим. Это. Так, оружие. Хорошо, оружие. Хорошо. Адья все? Адья осталось у нас, да? Так, достаточно. Молодцы. Значит, в основном вы все прикрепили, Вам было на уроке как? Комфортно. Вы смогли свободно высказать свои мысли, да? Отвечали на вопросы. Так. И находили частицы. Все вам понравилось? Правильно? Домашнее задание понятно? Да. Понятно. Молодцы. Есть вопросы ко мне? Нет. Нет. Хорошо. Так, спасибо за внимание. До свидания. До свидания.